Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы, 12 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Кадровые назначения в правительстве республики. Первый вице-премьер региона перешел на другую работу. В Нерюнгри продолжается благоустройство города. Изменится внешний облик сразу нескольких дворовых территорий. Поменяли полностью всю канализацию, поменяли полностью потолки, подвесные потолки сделали. Младшеклассники в Ленске переезжают в обновленное здание школы. Как теперь выглядят классы? Семейный отдых в сауне привел к печальным последствиям. Следователи проверяют информацию об отравлении. Готовность номер 1. Расскажем о работе пожарных в вахтовом поселке Нефтяников. Снимки, достойные мирового признания. Якутянин претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов. Должно войти в историю, возможно, и людям лет через 100 будет интересно рассматривать фотографии. 39 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 29, в Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Тампонском районах заболели по 2 человека. В Вилюйском и Сунтарском по 1 случаю. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований. Также сообщается, что на сегодня в Якутию поступило почти 56,5 тысяч доз вакцины против COVID-19. Получили первый компонент 54 500 человек, второй примерно 30 тысяч. Таким образом, использовано более 97,5% от поступившей в регион вакцины. Алексей Колодезников, ранее занимавший должность первого зампреда правительства Якутии, вступил в должность генерального директора компании «Сахатранснефтегаз». Его кандидатуру единогласно поддержал весь совет директоров предприятия. В торжественной обстановке Иван Макаров передал свои полномочия Алексею Колодезникову. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра региона Андрея Тарасенко. Как говорят, от сердца отрываем, даем. Потому что такое первый зам в правительстве, когда уходит, тем более с такого блока мощного. И представьте себе, глава республики председателем совета директоров назначает председателя правительства, а генеральным директором первого заместителя правительства. То есть это о многом говорит, что сегодня статус предприятия будет поднят, и задача у него очень огромная. В свою очередь, Алексей Колодезников отметил, что глава Якутии поставил перед ним ряд важных задач, которые необходимо решать вместе во благо развития региона. Помимо этого, новоиспеченный руководитель нефтегазовой компании поблагодарил Ивана Макарова и его команду, которые трудились в Сахатранснефтегазе на протяжении 10 лет и показали хорошие результаты. Сегодня, когда глава республики Александр Сергеевич давал напутственные слова, он говорил о том, что нужно усилить работу по газопереработке, увеличить количество вырабатываемого газомоторного топлива. Есть проекты, которые надо реализовать уже в ближайшее время. Это газификация Накына, Нюрбинского, ГОКа, Алроса. Это строительство газопровода Кызылсыр, Мостах, третьей нитки, потому что она недостроена до сих пор. И вопросы технологического присоединения надо решать. Есть очень много заявок, которые нужно реализовывать от населения. Дефицит газа есть по городу Якутску. Благодаря решению председателя правительства выделено 47 миллионов рублей на город Якутск. И думаю, что это тоже решит часть вопросов, которые нужно решать по городу Якутску. Напомним, на пост исполняющего обязанности первого зампреда правительства назначен Дмитрий Садовников, ранее работавший министром ЖКХ и энергетики республики. В свою очередь, новым министром ЖКХ и энергетики Якутии стал Вячеслав Емельянов, ранее работавший первым замминистра.
18 марта в Якутске начнет работу форум университета и развития геостратегических территорий России. В Москве на площадке Якутского постпредства состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке конференции. Одна из ключевых секций форума будет посвящена использованию возобновляемых источников энергии в Арктике. Это перспективное направление, которое поможет быстрее развивать регион, в частности, отказаться от дизельного топлива. Республиканским специалистам есть чем поделиться в этой области. В Якутии уже реализуются и тестируются новаторские проекты. Это ветродизельные установки в Тиксе и солнечные батареи в Батагае. Мы сегодня работаем над проектом атомной станции малой мощности стационарного характера, которая должна быть установлена в устье реки Яны, с тем, чтобы обеспечить этот регион устойчивой энергетикой и обеспечить начало разработки крупнейших месторождений золота и олова. В работе форума личное участие примут ключевые эксперты: президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, губернаторы, первые лица корпораций, ректоры и сотрудники ведущих университетов. Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» заработает во всех субъектах России до конца года. Она создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сообщается, что платформа позволяет организовать работу по 4 направлениям. Это обращение граждан с возможностью контроля, решения вопросов, проведение онлайн-опросов и общественных обсуждений, ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях. Важная опция для граждан – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить качество полученного ответа или решения. В Нерюнгри продолжается благоустройство города, в частности, изменится внешний облик сразу нескольких дворовых территорий. О реализации программных мероприятий в материале нашего корреспондента Ирины Кичигиной. В рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды в 2021 году будут благоустроены 2 дворовые территории по проспекту Дружбы народов 6/1 и проспекту Дружбы народов 8/1. На сегодняшний день разработаны дизайн-проекты. С учетом пожеланий жителей определен подрядчик по ремонту дворового проезда, парковки и тротуаров дома 8/1, а по дому 6/1 аукцион состоится на днях. Вторая программа, которая успешно реализуется, это поддержка местных инициатив. Отличие этого проекта от других заключается в том, что именно население решает само, на какие цели направить денежные средства. Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий для проживания граждан. В рамках реализации программы на участие в конкурсе было представлено 3 заявки. По результатам конкурса прошла у нас 1 заявка. Это устройство спортивной площадки на территории Ленина 25/1. На 2022 год уже подана заявка по программе «Комфортная среда» для благоустройства еще одной зоны. Это сквер Западный в районе школы номер 18. В период с 25 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое онлайн-голосование. На какой платформе будет сообщено дополнительно. И я прошу всех горожан активно подключиться к этой платформе, поучаствовать в отборе эскизного проекта, который будет участвовать на конкурсном отборе, чтобы мы благоустроили еще одну общественную территорию в нашем городе. Это то 3-е место, которое было на конкурсном отборе, когда люди голосовали, участвовали в рейтинговом голосовании. А теперь необходимо провести еще конкурсный отбор эскизных проектов для того, чтобы то, что хотят люди, увидели и выбрали. Как мы видим, преображение города во многом зависит не только от администрации, но и от самих жителей и их активного участия. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В начальной школе Ленска завершился капитальный ремонт, и уже с начала следующей четверти ученики с 1 по 4 классы вернутся в родные школьные стены. Светлана Балеева отправилась в экскурсию по обновленному зданию. Ремонт начальной школы длился более года. И, наконец, сегодня состоялась приемка здания после реконструкции. Светлые просторные коридоры, новые классы, столовая, спортзал. Везде еще пахнет свежей краской. Но самое главное – нет запаха канализации. Самый больной вопрос в старой школе, в начальной школе, был запах канализации. Поменяли полностью всю канализацию.
Поменяли полностью потолки, подвесные потолки сделали. Мы не хотели утяжелять, не прибивали гипсокартон и настоятельно об этом говорили, что только подвесные потолки должны сделать. Стены все тоже гипсокартоном, ровненькие, аккуратно, с любовью все выкрашено. Установлена новая вентиляционная система, произведена полная замена системы отопления и электроснабжения. Реконструирована столовая, закуплено и новое оборудование для нее. На полу частично уложен линолеум, в некоторых помещениях выложена напольная плитка. Сегодня прежнюю школу уже не узнать. Она приобрела облик современного учебного заведения. Здесь все предусмотрено для удобства детей. Оборудование мы закупили сюда, стульчики. Оборудование полностью поменяли в кабинете информатики, вы видели. Значит, шкафы новые тоже закуплены. Металлические стеллажи для кабинета библиотеки. Дети ждут, они говорят, когда мы пойдем в свою маленькую родную школу. Я думаю, и родители будут довольны, и дети будут довольны. Во время экскурсии по обновленной школе высокие гости смотрели каждый класс, ознакомились с современным оборудованием. Глава района посидел за партой учителя, отметив, что парты очень удобные. В одной из рекреаций гостям продемонстрировали приобретенные умные светофоры и дорожные знаки. На реконструкцию школы из районного бюджета было выделено 46 миллионов рублей. Подрядчикам нам маленько не повезло. Там было 3 подрядчика. Работы, конечно, затянулись очень надолго. Но, в принципе, сегодня все работы закончены, сданы. Но сегодня мы ведем работы по телевизионным подрядчикам. Ну, сегодня мы обошли с вами, посмотрели, да, ремонт достойный. Школа очень хорошая. Детишки сейчас придут на 4-й квартал, придут уже сюда, на учебу сюда. Я думаю, сейчас мы пообщались с директором школы. На самом деле она тоже довольна. Ремонт в помещении, изначально приспособленном под школу, не проводился с момента его строительства, а точнее более 50 лет назад. Здание давно устарело и находилось в аварийном состоянии. Но теперь юные ленчане и их учителя стали хозяевами настоящего храма знаний – трехэтажной красавицы школы с просторными коридорами и кабинетами. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. В мае стартует открытый кубок по трейл-раннингу «Таежные дебри Якутии». Это самый масштабный кубок региона, в котором ежегодно принимает участие около 1000 якутян. Соревнования состоят из 5 этапов, в каждом из которых на выбор участников есть различные по протяженности дистанции от 500 метров для детей и до 55 километров для взрослых. Проект был создан 4 года назад. «Таежные дебри» дают возможность испытать новые и незабываемые впечатления от бега. Первый этап начнется 16 мая. Трейл – это бег по пересеченной местности. Была очень интересная идея создать для жителей нашей республики, нашего города интересный беговой проект, когда можно бегать по разным локациям, заряжаясь новыми эмоциями. И как раз-таки пришла идея создания кубка «Таежные дебри», где в него входит 5 этапов, 5 разных локаций с 5 разными дистанциями, где любой желающий любитель может поучаствовать и побегать в свое удовольствие. Сейчас короткая пауза. Смотрите далее в этом выпуске. Семейный отдых в сауне привел к печальным последствиям. Следователи проверяют информацию об отравлении детей. Готовность номер 1. Расскажем о работе пожарных в вахтовом поселке Нефтяников. Снимки, достойные мирового признания. Якутянин претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов. Продолжаем выпуск. Следователи проверяют сообщения в соцсетях об отравлении детей парами хлора в столичной сауне. Сообщалось, что после посещения компании взрослых и детей 8 марта сауны в Якутске несколько несовершеннолетних почувствовали недомогание. При этом у 2 детей была зафиксирована рвота, отсутствие аппетита и слабость. Отмечается, что вызванные медицинские работники констатировали отравление парами хлора. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователи установят степень достоверности данной информации. При ее подтверждении будет дана оценка тяжести состояния детей. Кроме того, следователям предстоит выяснить степень качества услуг, предоставляемых заведением, и наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Ход проверки взять на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.
За последние сутки в отделении МВД России по Анабарскому и Верхнеколымскому районам начали поступать заявления от местных жителей о фактах дистанционного мошенничества. Пользуясь отдаленностью этих территорий и повышенными ценами на необходимые товары, злоумышленники под видом предпринимателей сообщают администрации муниципальных образований о скорой доставке топлива и других товаров. Подробнее ситуацию прокомментировали в региональном МВД. При этом они просят разослать объявления местной группы через мессенджеры. Увидев объявление, направленное от представителей местных администраций, жители связываются с мошенниками и по их требованию отправляют предоплату неизвестным людям. Получив деньги, преступники, как правило, перестают отвечать на звонки. По данным Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия, в настоящий момент в полицию обратились 8 потерпевших. Размер ущерба устанавливается. Полиция предупреждает и призывает граждан быть бдительными и не совершать сомнительные операции с банковскими картами. На месторождениях акционерного общества РНГ пожарная безопасность обеспечивается собственной службой. С недавних пор она включена в расписание выездов Мирнинского гарнизона пожарной охраны. С пожарными в актовом поселке Нефтяников встретились наши коллеги. «24 секунды – время на то, чтобы надеть пожарную экипировку после получения сигнала о возгорании. Через минуту специалисты должны выехать на место пожара. Александр Бабенко в этой профессии всю жизнь, а пожарным в нефтяной компании трудится 5-й год. Говорит, спасать жизни – это призвание. Профессия опасная. В принципе, у меня вся жизнь сложилась так, что я сначала в вооруженных силах служил, а потом получилось, что дослужил уже в МЧС России, то есть у федералов. Вот. Но, можно сказать, это призвание. Вместе с Александром в добровольной пожарной команде акционерного общества РНГ 16 мужчин. В постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям 2 подразделения. У всех спасателей профильное пожарное образование. До РНГ они проходили службу в МЧС. Добровольная команда работает не только на объектах акционерного общества, но и помогает в тушении лесных пожаров на территории всего Мирнинского района. В период пожароопасного сезона сотрудничают с единой диспетчерской службой. За время своей работы команда потушила более 20 возгораний. Помогали тушить лесные пожары, которые здесь, то есть из года в год такие глобальные масштабы носят. Вылетали также на вертолетах, защищали живые алмазы Якутии. То есть 2 недели практически ребята провели в полевых условиях, тушили лесные пожары. Оказываем помощь сейчас в этом году, в 2021, вошли в расписание выездов Мирнинского гарнизона пожарной охраны. И оказываем помощь в тушении пожаров в ближайшем населенном пункте, это поселок Тасуя. Уделяют пожарные большое внимание и учебно-тренировочным занятиям. Не менее 3 раз в месяц тушат условные возгорания на объектах акционерного общества. Персонал эвакуируют, в том числе из общежитий. А вот комплектация оборудования добровольной пожарной команды РНГ могут позавидовать любые пожарные службы. Каждый руководитель звена экипирован специальным шлемом с внутренним переговорным устройством и забралом золотого цвета. Командир первым идет в огонь и контролирует действия команды. Добровольная пожарная служба РНГ только на словах добровольная. На самом деле эти мужчины – самые профессиональные спасатели и в любой момент готовы прийти на помощь. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Реконструкция бассейна в Алдане продолжается. Согласно ранее утвержденным срокам, спорткомплекс должен был принять спортсменов в декабре прошлого года. По объективным причинам реконструкция затянулась. В настоящее время готовы системы и коммуникации, почти завершена внутренняя отделка. По словам директора спорткомплекса Максима Скупова, бассейн откроет свои двери для пловцов в ближайшие месяцы. Объект будет введен в эксплуатацию ориентировочно в начале июля этого года. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Но, тем не менее, можно отметить, что получим мы действительно современный бассейн с современным оборудованием.
Якутянин Алексей Васильев претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов World Press Photo. Он представлен в категории «Проблемы современности» серии «Сахавуд». Алексей представил 10 работ, рассказывающих о производстве фильмов в Якутии. Ульяна Шагина пообщалась с талантливым фотографом. Ну вот я сейчас пересматриваю то, что мы сегодня отсняли. Мне кажется, сегодня не самый удачный мой день для удачных кадров. Как увидеть интересный кадр там, где другие проходят мимо? Гуляя часами в толпе прохожих, фотограф-документалист Алексей Васильев ищет глазами тот самый момент. Лица людей, события. Удачный кадр может получиться в любую секунду. Миссия фотографа – увидеть его и успеть запечатлеть. Гуляю по улице часа 2-3 в поисках кадра. И не факт, что, конечно, я смогу что-то снять. Вообще, чтобы получился какой-то удачный кадр, на это может уйти куча времени. Может день, может два, может вообще целый месяц. 3 месяца, я не знаю, полгода. Вот и фотографии серии «Сахавуд» появились не в одночасье. Он документировал закулисье якутских киноплощадок больше года. Алексей – большой патриот своей родины, поэтому его снимки – это в первую очередь не просто о работе актеров, а о чем-то более глубоком, о самобытной истории его родного края. Но просто Якутия – это мой родной дом, моя родная земля, и мне кажется, то, что я делаю, фотографирую, как живем мы, местные жители, это должно войти в историю, возможно, и людям лет через 100 будет интересно рассматривать фотографии. Каждый из снимков имеет свою историю. Мальчики-близнецы, держащие в руках костюмы болотных существ, это маленькие актеры фильма «Старушка Биберикян с 5 коровами». Сцена из той же сказки. На снимке борьба добрых и злых сил. Или снимок отдыхающего в морге. В фильме к нему придут на опознание, а на фотографии эпизодический актер отдыхает в перерывах. Я увидел, как шаг за шагом создается кинопроизведение, как работают режиссеры, как работает вообще в целом вся команда, вот, с какими трудностями они сталкиваются. Вот. У тебя с ними договоренность какая-то была, да? Да, я, конечно, со всеми заранее договаривался, просил разрешения присутствовать на съемках, наблюдать, снимать. И никто из режиссеров, за что им большая, огромная благодарность, не отказывал мне. За право называться фотографией и фото истории года в этом году борются более 70 тысяч работ фотографов со всего мира. Самобытная культура народов, всемирная пандемия, экологические проблемы, сюжеты самые разные. Победители будут известны уже в середине апреля. Сам же фотограф заявил, что какими бы ни были результаты конкурса, вхождение в число номинантов уже победа. Значит, на его работы смотрели дольше, чем на несколько секунд. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Премьерные спектакли знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен» в Якутске пройдут 27 и 28 марта. Репетиции начались в январе. По приглашению руководства театра для постановки оперы в столицу Якутии приехали ведущие специалисты музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Спектакль задуман как постановка в неклассическом прочтении. Заглавные роли Кармен и Эскамильо исполнят солисты театра оперы и балета Якутии Айталина Адамова и Александр Емельянов. Сегодня состоялась примерка костюмов солистов. Пошивочные цеха театра совместно с художниками из Санкт-Петербурга и Удмуртии провели масштабную работу. Я очень довольна. У нас попалась очень профессиональная команда мастеров в вашем театре, потому что это очень хорошая посадка костюмов, идеальный крой. Они слышат меня с первого раза. И у нас не было, наверное, никаких проблем во время пошива. Все как по маслу. Очень доброжелательные люди, во всем помогали, словом, делом. Я очень благодарна вашему театру и за опыт работы, и за новые знакомства, и за какие-то техники, какие-то такие фишечки, которые я узнала при работе с вашими мастерами. Такой наши корреспонденты увидели пятницу, 12 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Всего доброго и удачных вам выходных.